Все, да? В ходе проведения актуализации списка объектов федерального государственного экологического надзора управление перенаправлены в Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам 82 объекта. По итогам актуализации управление выдано 188 свидетельств для объектов федерального государственного экологического надзора. Количество учетных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 46. 188 объектам по категориям негативного воздействия отнесены к первой категории высокий риск 1 объект. Это у нас республика 1 объект, это РН Ингушмедия. Категории значительного риска отнесены 74 объекта. Категории среднего риска отнесены 76 объектов. Категории умеренного риска 36 объектов и категории низкого риска отнесен 1 объект. Это что касается федеральных объектов контроля. Исходя из категоричности и соблюдается плановость проверки. Если отнесем первому объекту категорию, то их проверяется каждый год, план проверки проводится. Это рискоориентированный подход правительством Российской Федерации проведен к всем объектам. Также анализ данных по взаимодействию управления со средствами массовой информации у нас по сравнению с предыдущим годом показал увеличение роста количества освещенности эколого-просветительских и контрольно-надзорных мероприятий деятельности управления. За последние 2 года это увеличится в 2 раза. В 2015 году 32 было мероприятия, в 2017 туда уже 75 мероприятий. Также управлением рассматриваются все обращения граждан и юридических лиц в сроки, установленные федеральным законодательством. Управлением в 2017 году принято и рассмотрено 39 обращений граждан. Сравнительный анализ приведен на слайде. Разрешительная деятельность. Управление в 2017 году выдано 18 разрешений на выброс загрязняющих веществ, 30 нормативов выброса загрязняющих веществ, а также утверждено 17 документов утверждения лимитов. Также проведены 2 экологические экспертизы федерального уровня. Это рекультивация, экологическая реабилитация территории накопленного ущерба города Назрань, это старый полигон города Назрань, а также рекультивация и экологическая реабилитация территории накопленный ущерб в столице Нестеровска, это старый полигон, в него проведена экологическая экспертиза в Сунжино находится. Данный объект относится к наиболее значимым объектам накопленного экологического ущерба, так как оказывает негативное воздействие на ближайшие населенные пункты. Надеемся, в 2018 году они будут рекультивированы республикой. Управлением в 2017 году выданы 5 лицензий на сбор и транспортировку отходов 1-4 класса опасности, и 1 лицензия переоформлена. В 2017 году собран экологический сбор с 8 производителей на общую сумму 181 тысяча рублей. Собраны платежи за негативное воздействие на окружающую среду, поступившие в бюджет различных уровней в сумме 2 миллиона 665 тысяч рублей. Надзорная деятельность. Всего с учетом внесенных изменений в план контрольно-надзорной деятельности на 2017 год управление проведено 9 плановых проверок. Из запланированных 9, все проведены проверки, проведены в срок. Все плановые проверки проведены комплексно по всем видам надзора. В 2017 году в области охраны атмосферного воздуха проведены 31 проверки. Выявлено 20 нарушений, устранено 8, выдано 17 предписаний, наложено административных штрафов на общую сумму 229 тысяч рублей. В области использования охраны водных объектов проведены 33 проверки. Все проверки проведены с привлечением лаборатории ЦЛАТИ, это наша закрепленная лаборатория, прошедшая аккредитацию. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 23 нарушения, устранено 14 нарушений. Наложен административный штраф на общую сумму 848 тысяч рублей. Также предъявлен один ущерб на сумму 4 миллиона 349 тысяч рублей. Данный ущерб предъявлен администрации Сунжи, это по загрязнению реки Сунжи при многоквартирных домов в новом микрорайоне. Также управлением произведен расчет размера вреда, причиненного водному объекту в результате сброса сточного вода с превышением предельно допустимой концентрации вредных веществ в реку Сунжи
очистных сооружений войсковой части, расположенной в Троицкой, обслуживающейся Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны на сумму 31 миллион рублей. Данный расчет был направлен в центральный аппарат для согласования. После того, как будет согласован, мы будем предъявлять и взыскивать данную войсковой части и занесенный ущерб. В сфере земельного надзора проведено 9 планов, 8 непланов и 16 рейдовых проверок. В ходе рейдовых проверок выявлено 33 места несанкционированного размещения такого. Из них это 4 свалки и 29 навалов. Из них ликвидировано 3 свалки и 14 навалов. Привлечено к административной ответственности одно юридическое лицо, 4 должностных лиц на сумму 142 тысячи рублей. В ходе контрольно-надзорной деятельности за геологическим изучением рациональной использования охраны и недр проведены 4 неплановые проверки с целью установления исполнения ранее выданных уведомлений Роснедра, а также 4 рейдовые проверки с целью выявления случаев самовольного пользования недрами. В ходе рейдовых проверок выявлены 4 факта вегетационной добычи полезных ископаемых, это пресная подземная вода. По 2 фактам возбуждены административные дела за самовольное пользование недрами и материалов правоохранительные органы, а 2 факта по подведомственности направлены в Комитет по экологии. Также проведены 4 плановые проверки в отношении группы Арктис, Ингиосервис, Севка, Ойл и Алнедр, это по добыче углеводородного сырья. По результатам проведенных проверок выдано 15 предписаний об устранении выявленных нарушений и возбуждено 30 административных дел, в результате чего наложено штрафы на общую сумму 6 миллионов рублей. Также на основании наших направленных материалов 4 лицензии в отношении Ингиосервис и Севка Ойл аннулированы. В 2017 году в рамках государственного пожарного надзора леса, расположенных на землях ОПТ федерального значения, проведены 6 проверок. Из них плановая 1, неплановая 1, 4 рейдовые. Случаев нарушений выявлено и возгорания лесного фонда не зафиксировано. Претензионная судебная работа управления. В 2017 году представители управления участвовали в 17 судебных делах, из которых 4 дела, переходящие с 2016 года. Принято судебный акт и постановление 17. Все 17 нами выгнаны 100%, составляет выигрыш 100% у нас составляет. Также наиболее значимым судебным делом являлся это переходящий 2016 года управление в отношении ГМУ водоканала города Назань о возмещении вреда причиненного водному объекту Назань на сумму 3 миллиона 415 тысяч рублей. Дело нами было выгнано и направлено в службу судебных приставов для взыскания. Вкратце, эта работа проделана управлением за 2017 год. Теперь я бы хотел, чтобы мы посмотрели видеоролик совершенствования экологического надзора, основные векторы реформирования НД. Правительство Российской Федерации огромное значение придает экологической безопасности страны. Работа государственных служб в этой сфере постоянно совершенствуется. С 2014 года внедрена реформа экологического надзора, призванная оптимизировать, упорядочить процессы контроля за объектами, влияющими на окружающую среду. В 2017 году с применением рискоориентированного подхода принципиально изменилась стратегия деятельности Росприроднадзора. Совместно с открытым правительством, Минэкономразвития, Минюстом, Минкомсвязи, Минтрудом и аналитическим центром при правительстве Российской Федерации, а также при участии Общественно-делового совета, утвержден ведомственный паспорт Росприроднадзора по совершенствованию экологического надзора. В рамках реформы, наряду с Росприроднадзором, в качестве пилота задействованы 12 контрольно-надзорных органов.
Экологический надзор теперь строится на управлении возможными рисками. Это переход от репрессивного надзора к профилактике нарушений. Снизить риск их возникновения позволит чек-листы самоконтроля для предприятий, информатизация и автоматизация контрольно-надзорных процессов. Служба уже приступила к активному внедрению и использованию дистанционных методов контроля за поднадзорными субъектами. На приоритетном контроле ведомства находится 15 территорий особого внимания. Такой подход применяется в природоохранной сфере впервые. Он позволит добиться на этих территориях уменьшения промышленных выбросов в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, уменьшения образования промышленных отходов, рекультивации промышленных полигонов и так далее. Кроме того, наработанная практика в дальнейшем поможет комплексно подходить к обеспечению экологической безопасности всей территории Российской Федерации. Для выполнения таких масштабных задач нужны высокотехнологичные средства контроля. Используются космическое зондирование Земли, беспилотные летательные аппараты. Задачи реформы экологического надзора включают меры противодействия коррупции, профилактику нарушений обязательных требований природоохранного законодательства, их систематизацию и актуализацию. Реформа затрагивает такие сферы, как работа с кадрами и межведомственное взаимодействие. В сфере актуальных задач централизация административно-управленческого персонала в территориальных органах по окружному принципу. При этом стратегически важно сохранить численно инспекторов и не уйти ни с одной территории. Конечная цель реформы экологического надзора – качество работы каждого инспектора службы должно и будет оцениваться не количеством составленных протоколов, а фактическим обеспечением снижения негативной нагрузки на компоненты окружающей среды конкретным предприятиям. На федеральный и региональный учет сегодня поставлено более 160 тысяч таких объектов. К первой и самой высокой категории опасности отнесено 5,5 тысяч из них. На объектах, которые не представляют экологической опасности, проверки будут минимизированы либо сведены к нулю, а ресурсы перенаправят туда, где контроль должен носить обязательный характер. Благодаря такому подходу количество плановых проверок заметно сократилось. С каждым годом объемы работы растут, охват экологической ситуации улучшается, что показывает и статистика. Проверок на 2018 год будет составлен на основании рискоориентированного подхода. Уже разработаны индикаторы рисков по 6 видам эконадзора, лицензионному контролю. К концу 2018 года стоит задача сделать то же для всех видов экологического надзора. Формируются исчерпывающие реестры подконтрольных объектов и перечни НПА с обязательными требованиями по всем видам эконадзора, лицензионному контролю. Обеспечена полная автоматизация ввода данных КНД. В 2018 году будет получена динамическая модель управления рисками по 6 видам экологического надзора и лицензионному контролю, а к концу 2019 года по всем видам эконадзора. Планируется обеспечить автоматический учет причиненного вреда по рискам, создать систему учета образования и движения отходов. Уже введено в эксплуатацию мобильное автоматизированное рабочее место инспектора. Стоит задача внедрить использование электронных паспортов проверок и проверочных листов в личном кабинете природопользователя. Будет произведена полная корректировка административных регламентов с учетом мотивации сотрудников. Процесс выполнения приоритетной программы по реформированию контрольно-надзорной деятельности рассматривался на расширенном заседании коллегии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, о результатах работы Росприроднадзора за 2016 год и основных направлениях деятельности на 2017 год. В мероприятии участвовали представители администрации президента РФ, аппарата правительства и других органов федерального значения. На заседании подводились итоги работы службы в 2016 году, ставились задачи на предстоящий период с учетом реформы природоохранного законодательства. Особое внимание уделялось работе в рамках Года экологии в России. В ходе него
проводятся природоохранные мероприятия совместно с крупнейшими предприятиями Российской Федерации, с которыми подписаны соглашения. Прогнозируемые результаты этой работы – снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду свыше 100 тысяч тонн в год. В основной план включено 64 природоохранных мероприятия. Они будут реализованы на территории 22 субъектов страны при участии 31 крупного предприятия. Экологический надзор в ближайшей перспективе должен соответствовать 4 характеристикам. Он обязан стать умным, аналитическим, прогнозирующим риски, IT-вооруженным, прозрачным, пользующимся доверием бизнеса и общества, предупредительным, взаимодействующим с поднадзорной средой и ресурсосберегающим, компактным и незатратным для государства и проверяемых. Рискоориентированный надзор – это задача сегодняшнего дня, а не факультативная работа на перспективу. Мы ответственны по своей природе. Это совершенствование экологического надзора было, а потом еще мы хотим показать видеоролик. Первый результат реформы госконтроля. Это уже по всем направлениям госконтроля, не только экологического. Второй ролик. Мы привыкли к тому, что госконтроль архаичен и неэффективен. И это неудивительно, ведь его результативность измерялась количеством проверок и выписанных штрафов. Фактически не было ни перечня обязательных требований, ни списков проверяемых, ни статистики причиненного вреда в подконтрольных сферах. Не было и речи о том, чтобы планы проверок были в открытом доступе. Они формировались по субъективному решению контролеров. В результате бизнес страдал от чрезмерной административной нагрузки, а количество погибших, пострадавших, а также уровень материального ущерба в подконтрольных сферах не снижался. Перестроить столь масштабную систему, начиная с таможни и налогов и заканчивая пожарным и санитарным надзором, казалось невыполнимой задачей. Многие смотрели крайне пессимистично на возможность преобразований. Реформа госконтроля стартовала в конце 2016 года в виде одного из приоритетных проектов. Сегодня работа ведется по 8 направлениям на федеральном и региональном уровнях. Обеспечен беспрецедентный уровень вовлеченности бизнеса, который участвует в принятии всех ключевых решений. Сотрудники самих надзорных ведомств демонстрируют профессиональную заинтересованность и активно участвуют в работе. Что сделано за это время? И как именно это повлияло на жизнь предпринимателей и работу надзорных ведомств? За это время радикально повысилась открытость контрольно-надзорной деятельности. Работает единый реестр проверок. На сайтах ведомств помимо планов проверок публикуются доклады о результатах работы, чек-листы, обязательные требования. Бизнес может получить всю необходимую информацию по своей категории риска. В регионах проводятся публичные слушания для предпринимателей, где разъясняется, как избежать нарушений обязательных требований. Это позволяет заранее предотвратить возможный ущерб. Запущен специализированный федеральный портал, посвященный контрольно-надзорной деятельности. Теперь интенсивность плановых проверок зависит от класса опасности предприятия. Чем меньше угроза, тем меньше проверок. В результате уже в 2017 году по некоторым массовым видам контроля удалось в среднем на 30% сократить количество плановых проверок. Внедряются проверочные листы, содержащие обязательные требования. В 2018 году без чек-листов инспектор уже не сможет проводить проверки. Уже сейчас они публикуются на сайтах ведомств, и предприниматель, отвечая на вопросы в чек-листах, может самостоятельно обнаружить и предотвратить нарушения. Это результат работы по систематизации и сокращению обязательных требований. Бизнес в лице общественно-делового совета играет в этом ключевую роль. Новые технологии меняют облик госконтроля. Создается качественно иной технологичный формат онлайн взаимодействия проверяющих и проверяемых. Это удобнее, дешевле, быстрее и безопаснее. Кроме того, это обеспечивает радикальное снижение коррупции.
Разработан стандарт информатизации контрольно-надзорной деятельности, в соответствии с которым в ведомствах внедряются новые IT-системы. Появляются возможности самодекларирования в режиме онлайн. Заложены основы для дистанционного контроля с применением датчиков, фото, видеофиксации и телеметрии. Эффективность контроля отныне оценивается не по количеству проверок и выписанных штрафов, а по реальному сокращению числа погибших и пострадавших, сокращению материального вреда и нагрузки на бизнес. Новые показатели эффективности, как и отчеты по ним, публичны и находятся в открытом доступе. За несоблюдение показателей предусмотрена персональная ответственность руководителей надзорных ведомств. Наконец, регионы также активно реализуют задачи реформы. В некоторых из них уже применяются новые подходы и современные технологии контроля, внедрены новые форматы совместной работы проверяющих и проверяемых. Хотел бы посоветовать, как лучше, отвечаем на вопрос, отвечаем, или же вот по чек-листам заместителя следующий доклад есть, как лучше докладывать, или вопрос есть, вопрос сейчас еще. Да. Тогда вот по чек-листам, чтобы все знали, это с этого вот обязательно введено именно для проверяемых, чтобы они могли заранее знать, вот все, выступающий объяснить, как, что и где. Нормативные правовые акты и иные документы, предусматривающие использование Росприроднадзором проверочных листов. Это федеральный закон, это первый федеральный закон, 294 о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Второе, это постановление правительства Российской Федерации от 13.02.2017 года номер 177 об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов. Третье, это постановление правительства Российской Федерации от 8.05.2014 года номер 426 о федеральном государственном экологическом надзоре. Четвертое, это приказ Росприроднадзора от 18.09.2017 года номер 447 по подтверждению форм проверочных листов. И пятое, паспорт реализации проектов стратегического направления реформы контроля и надзора деятельности Росприроднадзора. Согласно паспорту Росприроднадзора, проверочные листы применяются при осуществлении только плановых проверок. Сроки вступления данных проверочных листов, это вот первый срок, это 20.11.2017 года. Вот по каждому направлению есть свой проверочный лист. Вот, например, Федеральный государственный экологический надзор там составляет из 44 вопросов. В данном задается вопрос и статья, по какой федеральному закону или нормативно-правовым актам данное предприятие или индивидуальный предприниматель должен и обязан соблюдать федеральные законы. Там разъясняется вот, статья и дата. Второе. Государственный надзор за геологическим изучением и рациональным использованием, там 79 вопросов. Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха 28 вопросов. Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов 101 вопрос. Вот как бы по данному направлению самое больше вопросов, как бы требований к природопользователю. Государственный земельный надзор 12 вопросов. Государственный надзор в области обращения с отходами 66 вопросов. Государственный надзор за соблюдением требований к обращению с веществами, разрушающие озоновый слой 9 вопросов. Но на территории Республики Ингушетия таких выбросов этих веществ нету, и таких крупных предприятий нет, чтобы по данному направлению какие-то меры принимаются. Так, необходимость отметить, что обязанности по использованию проверочных листов при осуществлении лицензионного контроля деятельности по обращению с отходами постановлением номер 762 не устанавливало как бы лицензии, которые выданы лицензионный контроль по направлению с обращением отходами, а там эти проверочные листы как бы не усматриваются.
В соответствии с изменениями, внесенных в положение о видах государственного надзора проверочной инспекции, содержат вопросы, затрагивающие перечень обязательных требований, которые предъявляются к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, и соблюдение которых является наиболее значимой с точки зрения недопущения, самые выбранные те вопросы, которые наиболее значимые для пользователя, которым он должен придерживаться. Это одно из них: возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, угроза чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Необходимо отметить, что предмет плана проверки Роспотребнадзора ограничен вопросами, которые содержатся в проверочном листе. Других вопросов мы не можем с природопользователя требовать, только то, что те вопросы, которые указаны в проверочном листах. При проверочных листах, при проведении неплановых проверок, закон 294 не предусматривает, неплановых проверках они не предусмотрены. Распоряжение или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного надзора указывается в том числе и реквизиты проверочных листов, если при проведении плана проверок должен быть использован проверочный лист. В 294 федеральном законе установлено, что проверочные листы включают в себя перечень вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении проверяемым лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки. Обязательные поля для заполнения в форме проверочных листов — это первое — наименование органа государственного контроля, второе — проверочный лист, утвержден приказом, утверждается приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.09.2017 года, номер 447, о подтверждении форм проверочных листов. Третье — наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество при наличии индивидуального предпринимателя. Четвертое — место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и указанием на использование юридическим лицом индивидуальным предпринимателем производственного объекта. Пятое — реквизиты распоряжения и приказа руководителя и заместителя руководителя Роспотребнадзора о проведении плановой проверки. Шестое — учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок. У каждого, у нас в Роспотребнадзоре, у каждого инспектора имеется свой кабинет, личный кабинет госуслуги. Он должен в ходе своей плановой проверки, проведенной плановой проверки, эту информацию забивать в свой кабинет. И любой природопользователь может зайти в этот данный кабинет и посмотреть, какими правильно ли он там отметки эти сделал. Если какие-то там несогласия есть, он может предъявить это в Роспотребнадзор, заявление к руководителю, замруководителю. Седьмое — должность, фамилия или инициал должностного лица Роспотребнадзора, который проводит плановую проверку. Восьмое — перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. В пункте 4 формы проверочного листа указывается место проведения плановых проверок, а также производственные объекты, используемые юридическим лицом индивидуальным предпринимателем. В случае проведения проверки по нескольким адресам или в отношении нескольких производственных объектов, все они должны быть указаны в пункте 4 формы. При перечислении проверяемых объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, необходимо указывать присвоение или при постановке на государственный учет коды. В отношении объекта первой категории проверочные листы до 01.07.2018 года не применяются. Соответственно, такие объекты в пункте 4 не указываются. В пункте 4 формы проверочных листов указываются производственные объекты, которые были проведены в рамках контрольного вида надзора. Проверочные листы по результатам проверки по каждому направлению надзора заполняются одним, независимо от количества адресов, мест осуществления деятельности и производственных объектов у проверяемого лица. Форма проверочных листов предусматривается 3 варианта ответа.
на задаваемые вопросы да, нет или не требует рассмотрения. Требования по юридическим лицам и индивидуальным предприятиям не распространяется. В случае, если проверочные листы ставят ответ «нет», который свидетельствует о несоблюдении обязательных требований по соответствующим пояснениям по вопросам несоблюдения обязательных требований, должны отражаться в акте проверки. Указывается данное нарушение, и по данному нарушению должен быть принять административные меры воздействия к юридическому лицу или индивидуальным предпринимателям. Отметка не распространяется, указывается в тех случаях, когда на проверяемом лицо не возложена обязанность по исполнению соответствующих обязательным требованиям направлений. Проверяемое лицо не эксплуатирует объекты размещения обезвреживания отходов, вот это примеры такие вот, и у проверяемого лица отсутствует источник выбросов. Имеется в виду, есть такие юридические лица, в которые отсутствует здание, строение, сооружение, которым и отсутствуют стационарные источники выбросов. Отдельный вопрос, включенный в проверочные листы, связан с проверкой наличия у проверяемых лица документов. В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 9 статьи 15 закона номер 294 при проведении проверки должностное лицо органа государственного, которое не вправе требовать от юридического лица индивидуального предпринимателя документы, информации, включая разрешительные документы, имеющие в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственного государственного органа или органов местного самоуправления организации, включенных определенное правительство Российской Федерации, перечень, это утвержденное распоряжением правительства Российской Федерации от 19.04.2016 года 724. Это как бы документооборот. Инспектор должен направить, если данное юридическое лицо находится в перечне, указанного правительством Российской Федерации, должен направить письмо, чтобы они представили данную информацию, выдавалось ли им разрешение, имеют ли какие-то лицензии, которые не может, в ходе своей проверки он должен учитывать данные материалы. Проверочные листы заполняются по тем видам государственного надзора, которые указаны в пункте 5 приказа госоргана определенной проверки. В случае, если в приказе предусмотрено проведение федерального государственного экологического надзора без указания конкретных видов заполнения, подлежат все проверочные листы. В случае, если в приказе предусмотрено проведение федерального государственного экологического надзора в части отдельного его вида, это, например, земельный надзор, геологический надзор, то заполняется только по проверочный лист по данному направлению. Оформление результатов проверки и использование проверочных листов. При проведении плана проверки проверочные листы прикладываются к акту проверки. Проверочный лист должен быть оформлен вместе с актом проверки непосредственно после завершения проверки. Экземпляр акта проверки с приложенными копиями проверочных листов вручается руководителю и иному должностному лицу хозяйствующего субъекта. В случае отсутствия полномочного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе об ознакомлении с актом проверки, направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Согласно части 12 статьи 16 294 закона, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, проверка которой проводится в случае несогласия с фактами, выводами, продолжением изложенным в акте проверки, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить соответствующий орган государственного надзора в письменной форме возражение в отношении акта проверки в целом или в отдельном положении. Перечисливается поочередно ваше внимание, представляется примеры вопросов проверочного листа по видам надзора. Это на слайде 11, 16. И в заключение своего выступления необходимо отметить, что применение проверочных листов не приведет к предъявлению дополнительных требований к юридическим лицам индивидуальных предпринимателей при проведении проверок, поскольку, как и до применения должностным лицам Роспотребнадзора
будет проверяться соответствующая деятельность проверяемого лица, осуществляющая обязательным требованиям действующего законодательства. Но это как бы одно другому не мешает, наоборот, природопользователю, ну, как бы ему легче будет, какие требования с него требуют при просмотре данных этих проверочных листов. Сейчас к вашему вниманию просмотр видеоматериала о возможности самопроверки природопользователя, соблюдения обязательных требований природопользователя в личном кабинете. Вот так. Вот там показано будет, как вы можете себя зайти и проверять, если вас будут проверять, если вот к вам сегодня придет проверка, готовы или нет. Если вы сами ответите на вопросы, вы поймете, есть у вас все или нет. Заранее, чтобы заранее можно было подготовиться к проверке, чтобы знать. Сегодня я расскажу вам о том, как с помощью личного кабинета юридического лица узнать приближающиеся проверки, сократить сроки проверки и подготовиться к ней заранее, проверив себя на соблюдение всех обязательных требований с помощью листов самопроверки. Личный кабинет расположен по адресу lk.fsrf.ru. Для работы в нем необходимо войти как юридическое лицо. Вход для юридических лиц доступен в случае, если организация зарегистрирована в ЕСИА, сотрудник входит в число сотрудников данной организации и ему назначены соответствующие права доступа. Для добавления сотрудников в группу доступа зайдите на сайт госуслуг esia.госуслуги.ру. Далее перейдите на вкладку «Организации», выберите организацию и в пункте «Сотрудники» нажмите кнопку «Пригласить организацию Федеральная служба по надзору в сфере природопользования», система информационной системы Росприроднадзора и группа «Отправка отчетности в Росприроднадзор». Нажмите кнопку «Включить группу» и введите фамилию, имя, отчество сотрудника. Нажмите кнопку «Добавить». Сотруднику будет предоставлен необходимый доступ для работы в личном кабинете от юридического лица. Возвращаемся к личному кабинету. Для продолжения работы необходимо пройти авторизацию. Нажмите кнопку «Войти через госуслуги» как юридическое лицо. Выбираем организацию и попадаем на главное меню личного кабинета природопользователя. После авторизации вам доступен функционал оповещения. В данном разделе отображены уведомления, такие как присвоение лицу категории риска, класса опасности, проведение надзорных мероприятий в отношении лица, включая проверочный лист, акт о проведении надзорного мероприятия, установленный факт нанесения ущерба, новое обращение о фактах нарушения в отношении лица, предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и различные информационные уведомления. Для просмотра всех ранее пришедших оповещений по выбранной проверке, разрешению или отчетности раскройте ее на просмотр. Для того, чтобы пометить о прочитанном, поставьте галочку «Прочитать». Переходим к разделу «Мои объекты». В данном разделе отображены объекты организации, включенные в государственный реестр объектов, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Перед проверкой объекта необходимо заполнить лист самопроверки. Заполнение листов самопроверки крайне выгодно для природопользователя тем, что проверяемая организация может подготовиться к проверке, исправить выявленные в процессе подготовки недочет и успешно пройти проверку, а также сократить время проверки, так как предмет плановых проверок Росприроднадзора ограничен вопросами, содержащимися в форме проверочного листа, идентичными листу самоконтроля. Перед заполнением листа самопроверки необходимо указать направление контроля, относящееся к вашему объекту. Для этого переходим к пункту направления контроля. Галочкой помечаем направление контроля, относящееся к вашему объекту. Обратите внимание, что указанные направления контроля влияют исключительно на состав вопросов в самопроверке. После заполнения переходим к листу самопроверки. Добавляем новый лист самопроверки. В соответствии с изменениями, внесенными в положение о видах государственного надзора, осуществляемых Росприроднадзором, проверочные листы содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым. Раскрываем лист проверки и отвечаем на вопросы. Вопрос подразумевает под собой «да», «нет», а также «не распространяется». В случае ответа «нет» и «не распространяется» необходимо заполнить комментарий. К каждому вопросу имеется пояснение в соответствии с законом. Для пояснения необходимо нажать на ссылку.
После заполнения листа самопроверки его необходимо отправить в Росприроднадзор, нажав кнопку «Отправить результат». Вот, для вас понятно было, вообще правительство Российской Федерации все вводится для того вот последнего года обычного, когда мы приезжаем проверку делаем, инспектора первый предлагает нарушение. Мы не знали, вы не предупреждали, вы не говорили. Вот чтобы этого не было, поэтому любой кто-то пользователь на сегодняшний день может зайти и сам себя проверить, готов ли он. Это не только, но это по экологии. Потом же может и по сельхознадзору, и по всем направлениям любой кто-то пользователь может себя проверить. Для этого это все вводится. Ну и для контроля инспекторского состава, как они проводят проверки, коррупционные составляющие. Все. Теперь, если есть вопрос, сегодня собрались именно, чтобы от вас вопросы, чтобы вам объяснить. Следующий вопрос. Вот проверочные листы и чек-листы, это одно и то же? Да, это одно. Хорошо. Это новое введение с ноября 2017 года. Да. Вот хочу задать вопрос управлению Росприроднадзора. Есть ли у вас практика применения проверочных листов в ноябре-декабре и в первом квартале 2018 года? И с какими проблемами столкнулись при применении этих листов? Сегодняшний день у нас в ноябре-декабре не было. Вот сейчас в феврале мы провели проверку вот, с применением проверочных листов. Там, вот, как сказать, никаких проблем не было. Единственное, там инспекторы, когда при заполнении вот, госуслуг, вот эта процедура там такая вот, а так в основном никаких там все ясно. Задает вопрос или требования к природопользователю, есть, как я говорил, законодательная база, и вот есть у него вот эта процедура, проводит он эту процедуру, выполнил он это требование, вот указывается да, если не выполнил, то указывается нет. Но вот у нас ситуация такая, мы проверяем в течение последних 3 лет плановую проверку, правильно же? У вас тоже самое? Да. Вот, если он 2 года эти требования исполнял, а в течение 1 года эти требования не выполнял, то ставится нет. Потому что это как бы мы проверяем в течение 3 лет. Получается, что он за весь этот период, вот какой-то период, там, или месяц, или квартал, не выполнил эти требования. И тогда уже ставится нет. А если он в течение 3 лет эти как бы, требования выполнял своевременно, там, проводил какие-то мероприятия, то ставим просто да и все. И вот больше никаких требований. При проведении каких проверок? Плановых? Только плановых. Да. Сегодня день только плановый. Да, не планово не применяется. Еще там вот это все создано для прозрачности. На сегодня для начала, конечно, проблему инспекторов надо в личном кабинете себя зарегистрировать, как мы это прошли. И второй, очень пользователи пассивные, не хотят, это все им надо, чтобы они самоконтроль, не хотят. Вот мы всех довели, всех, кого у вас эту плановую проверку, чтобы они зарегистрировались в личном кабинете и могли себя на сегодня проверить. Как такую работу не ведется. Вообще очень удобная для пользователя вещь. Еще... Вот это все у вас же есть на сайте, у вас же размещено? Да, пока есть. Даже тут мы объясним все. Ну, если есть какие-то вопросы, может, я думаю, может, вы можете провести семинар, совещание, может быть. Никаких, да. Мы не раз проводили, вот, прошлый по лицензии, уведомляем, никто не приходит, кому-то это нам надо. Уведомляем, как семинар, мы объясним, скажем, подскажем, именно это когда лицензия, вот именно по лицензии будет. Никто. Когда с проверкой начинаем, нарушения, не говорили. Звали, просили, по телевидению объяснили, давайте, никто не хочет. Вот сегодня тоже все молчат, вот нету, давайте вопросы. Ну вот специалиста вопросов должно быть Да, много, да. очень много. Я бы хотел уточнить, вот эта самопроверка природопользователя, он ежегодно сам вам отчитывается, да? Не. Там может Мы его по градации 1-5 класса от объекта. 1 класса их ежегодно проверяют, 2 класса раз в 2 года. Ну, это чтобы пользователь
Он же знает, что в любом случае в течение года, в течение 2 лет или 3 лет придут, да, проверить. Чтобы он был готов, он может в любое время, вот начало года, вот заповедник Ерзи, вы можете себя зарегистрировать и сами себе отвечая на эти... Вы когда придем, мы только вот это можем спросить, другого мы не спросим. И если у вас там все на эти вопросы, да, как бы вы готовы. А если у вас нет, ну какой-то ответ выходит нет, вы поэтому можете быстро устранить свое нарушение. Но уже когда мы придем с планом проверки, уже факт выявления уже ничего не можем. Поэтому, чтобы это так, поэтому и называется самопроверка водопользователя, что он может в личном кабинете сам себя проверить. Спасибо. Раз затронули тему, можно я скажу? На сайте управления есть специальный раздел «Природопользователя». И там есть 7-я графа, если не ошибаюсь, правоприменительная практика. Вот все доклады, все материалы сегодняшнего мероприятия и даже ссылки, куда можно вот посмотреть, достать эту информацию по этим проверкам, там все размещено. Просто следите, посмотрите за информацией, проследите за информацией, которую мы размещаем на сайте управления, именно в разделе «Природопользователям» тоже. И вот есть еще анкеты по проблемным вопросам. Я надеюсь, что каждого 2 метра анкеты лежат. Вопрос может. Вопрос в письменном виде запишите. И сейчас, и в дальнейшем, когда вы будете, вот, вы можете, там на обратной стороне указан адрес управления, электронный адрес. Вы можете вот, любое время, не сейчас, а позже, год, не знаю, как вам удобно, когда возникнут эти вопросы, сразу же записать и направить нам на электронную почту. И ответы на следующем публичном мероприятии мы можем дать ответы, или же в письменном виде. Сегодня это отчетный период год закончился, вот сейчас 2 ТП отводы, МСП отчет, малый средний предприятие по отводам, отчет декларации, экологический сбор, лицензионный, ничего, нет вопросов. Сейчас мы у нас административные дела возбуждаем. У всех первых, вот мы не знали, вы нам не говорили. Еще вопрос можно? Не по теме. Да, не по теме. Касающийся природнадзора. В связи с наступлением весенней полевой работы, сейчас должны сжигать стерню в таком году. Сухостой трав. Что делается для предупреждения профилактики пожаров в лесах и полезащитных лесных насаждений? Ну, мы участник в КЧС, там проводят учения, потом, ну, у нас в основном сейчас первое, до этого сейчас противопаводковое. У нас комиссия создана, совместная МЧС, комитет экологии, отдел водного ресурса. Мы объезжаем места возможного паводковых последствий, где могут паводки. А с начала апреля у нас рейдовое мероприятие, ну, у нас в основном противопожарное это территория заповедника, потому что лесной фонд, не входящий в заповедник, это комитет лесного хозяйства. Но в рамках этого у нас совместно мы проверяем, как заповедник готов, какими созданы запасы ГСМ, с кем заключены договора, как у них ведется своя пожарная дружина, вот все эти проверки делают. А именно вот, сжигание вот этой сухого стоя. Да, но это в основном это группы, это КФХ, что они... Да. Для профилактики, опашки делать. Опашку, да, но второй вопрос, до них доводить беседами, что это никакой пользы не дает. Вам направили письма сейчас в администрации. Ну почему? Пашки, мы этим занимаемся, мы же контролируем. Усман, вы знаете, что опашка лучше, чтобы они не ждали. Всем направили письма, чтобы взаимодействовали для предупреждения. Ну, у нас еще второе, там вот совместно с вами сейчас там пришло по вот этим диким кабанам. В прошлом году было. И в этом году пришло, что именно вот это... Совместное мероприятие. Да, вот что было. Мероприятие. Вообще с юридическими как бы природопользователи есть тут, кроме администрации, учреждения есть, если есть, что у всех какие вопросы? На любой вопрос мы ответим, вам Да. Ну вот по экосбору нет у вас вопросов, да? У нас нет вопросов, потому что у нас
с вами, по-моему, очень активно сотрудничаем. Непонятно, да, ну, как бы... Ну, у нас вот был отход, был вопрос, знаете, по отходам. Вот мы не могли найти у вас предприятие, которое занимается сбором отходов и захоронением. Твердокоммунально? Да. Вы знаете, это вот с 2018 года там, ну, с 2017 года это пилотная проверка, а вообще в 2018 году субъекты все должны выбрать оператора регионального по размещению отходов. Эта проблема, да, есть на сегодняшний день у нас в республике. Насколько правительство республики говорит, они до июня месяца вроде проведут, выберут регионального оператора, потом, когда они его выберут, это было бы легко всем, и администрации, потому что за все по этим отходам будет должен отвечать региональный оператор и по платежам, и по сбору, и по захоронению. Мы надеемся, что к этому они его выберут, потому что мы можем только надзирать, да, до информации доведена до правительства, что они сами в курсе, что в этом году это последний срок. Полигон включенный уговор на сегодняшний день есть, не знаю, а вообще пока оператора нет, вы, конечно, не освобождаетесь. Все это водопользователи, вы имеете право передавать только организация, которая имеет лицензию на утилизацию отходов и имеет полигон включенный уговор. И обязательно передавайте только, ну, чтобы завтра не говорили, организации, имеющие лицензию на транспортировку, и в последующем узнавайте, куда они будут эти отходы девать. А если есть организация ПЖК, как здесь, вот смотрите, по поручению Путина, Владимира Владимировича, с ноября месяца у нас проверки там, совместно с МВД, с Роспотребнадзором. Именно вопрос там очень жестко стоит, куда транспортируются отходы. Вы их имеете право только на лицензионное размещение, на полигон. И ну, с привлечением ГАИ мы как бы рейдовые мероприятия проводим. Если будем ловить где-то, где на несанкционированной свалке выбрасываете, это автоматический штраф и автоматический материал правоохранительных органов. И второй вопрос, у вас должно быть вестись такой отчет движения отходов. Сколько получили, сколько взяли, куда перевели, кому сдали, чтобы вся цепочка должна у вас вестись. Ну, как бы это будем проверять. Ну и обязательно, Усман, вот, доведите до всех это как бы и себя транспортировать отходы только кто имеет лицензию. Потому что это не только административная, это еще и уголовная ответственность, потому что об этом нас очень просят информацию, дайте, мы хотят разработку. Мы понимаем всю ситуацию, мы с паритетами, ну, лицензию, никаких проблем, поможем, минимальный, который надо, если они условия. Это транспорт, это обучение, это заключение. С нашей стороны помощь будет довести нам. У нас этих ЖКХ и другие службы, которые занимаются, то есть у нас они у города остались. Как бы, нет, ну район ваш, вот район, населенный пункт кто-то возит. Населенный пункт все заключили договора с этим экосистемой ИИ, вот с ними работаю. Я вот это хотел объяснить, что вот мы с ними работаем. Администрации местные напрямую заключили с ними договор и работают. Ну, вам легче, потому что это намного, потому что, как я считаю, заключите, пусть они, ну, и они, из них спрос надо, чтобы... Если образуются свалка, почему образуются? Соответствуйте требованиям. Еще вопрос. Потом еще вот с этого года обязательно будем применять, вот сейчас и прокуратура подключилась, вот у всех водопользователей, кто имеет стационарные источники выброса, так называемые котельные, кто разрабатывает, ну они по закону, они должны разрабатывать проект допустимых выбросов. И там прописано контроль выбросов, где по классу опасны, какие выбросы, и там ежегодно проводить мониторинг, ну, контроль выбросов. Это лаборатория. Вот обязательно заключайте соглашение с лабораторией, у нас есть аккредитованная, как хотите, ну где хотите, но вообще. Но обязательно проводите контроль выбросов, потому что несоблюдение тоже большие штрафные санкции. У меня один вопрос, кстати, вот у нас в 4 все-таки поселениях, вот где у нас имеется свалки, которые временно приостановлены в действии,
у нас денег как бы нет, мы нашли инвестора. То есть в Мужичах у нас сегодня определяется, что один должен вечером приехать человек. Вот вывоз, они начнут вывоз вот этих вот, они свалки сырья, виноград, они вывозят, и площадь вот под нее, которую мы инвестору, значит, ему отводим имущество для своих других целей. Вот он начнет тогда вывоз, я имею в виду, как работать нужно? С этими напрямую, или он может сам самостоятельно грузить, вывозить туда. А вот по закону, вот просто многие, вот это ошибка, вот, комитет экологии это было отчитывать, вот мы по закону, чтобы вот эту свалку ликвидировать, должен быть проект, он должен пройти экспертизу, Вот. и согласно этой экспертизы, он куда будет, как, потому что лучше этот инвестор, он уже какие-то свои интересы, заставьте его по закону, чтобы сделать, чтобы как не было сегодня, там, месяц назад гражданин республики обратился в имя министра природных ресурсов, сказал, что вот так и так в Алкуне Мужича закапывают. Нам пришлось выехать, 2 факта подтвердились. Вы же знаете? Нет, закапывают, не знаю, но они видите, в траншеях, а вокруг этого подхода закрыли, я так понял, мы же ездили, смотрели. Нет, там захоронение идет. Есть захоронение. Это человек, он до официальный центр информацию довел. Это Мужичи и Галашки. Нет, Галашки точно нет. Галашки человек занимается вывозом. Алкун Мужичи. И если вот инвестор, если вы хотите, чтобы вот завтра вопрос, кто-то же принимать должен участие, что проведена. Этот проект, он, в принципе, не такой уж сложный, разрабатывать проект рекультивации, чтобы... Ну куда с проектом нужно обратиться? Он проводит этот проект, а на экспертизу к нам возвращается. Мы проводим экспертизу. На основании этой экспертизы там все прописано. Что делать, как и куда он находит. Комитет сейчас в этом году 2. Вот эти 2, они вот согласно проекта сделают. Ну, там большие, понятно. А тут небольшие, как бы. Можете под это с ними как бы связаться, чтобы они вам подсказали. Конкретно вот эти системы? Не, вот Сунжи или Корежа. Экосистема, это экосистема, никакого отношения нет. Это субъект, это... Субъект делает этот проект, разработал, и для экологического ущерба, устранения экологического ущерба. Там с Москвы как бы они федеральные целевые деньги выделяют на вот эти мероприятия. И там вот в каждом этом проекте, куда он возит, на какой полигон возит, кто будет принимать. И если у этого полигона столько запасов принять вот эти отходы. А город Сунжи согласен с городом? Есть города, кто есть? Нет. Нет, да? Просто там вот как раз и должны были быть. по войсковой части, мы как бы с мертвой точки, мы уже они в этом году и будут рекультивировать, реконструкция очистные, вроде бы мы когда пошли навстречу, а вот с этим микрорайоном что-то надо делать. Потому что люди сейчас зима, а немножко потеплее, дети купаться, рыбу ловить, опять жалобы, опять иски очень большие. 4 миллиона уже в прошлом определили, и в любом случае мы их не оставим. Теперь мы материал будем в правоохранительные органы передавать, потому что это их прямая обязанность. И вообще, вот, по населенным пунктам, если есть факты, где труп, где вот водный объект, сообщайте. Нам только надо паспортные данные, кто дальше мы отработаем. Факт. Еще вопрос. Есть предложения, может, какие-то есть? У меня вопрос по охране недр. Вот смотрите, у нас, скажем, закрытый. Но я знаю, что их один раз в квартал, если я не ошибаюсь, нужно обрабатывать. Санэпидстанции, никто не может проконсультировать нас, как это правильно сделать. А если орган, или может быть какой-то отдел, который не может... Где написано, что каждый квартал надо брать? Нет, там мониторинг должны вести. А мониторинг мы видим. По-моему, вам же лицензию выдала, вот, уж нет, да? Там противолицензионных, именно то, что нас касается, говорят, там прописано, провести мониторинг, подсчет запасов, поставить на баланс. Это все проводит, да? Я имею в виду, я под охраной, именно вот экологического, я имею в виду, что мы хотим воду саму обрабатывать.
может быть, нас кто-то может сориентировать, как правильно это делать. То есть у нас есть доступ к воде. Значит, подземный водный объект, да? Подземный водный. Как вы его, я не могу... Например, перекиси. Вот, мы сами... А качество минеральной воды как исходит? Нет, она будет. Ну, вам тогда... Ну, Да, вот мы просто не можем здесь найти... я сомневаюсь, что в республике есть организация, которая вам... Мы можем вам мониторинг посоветовать, да? Как? Мониторинг это мы делаем с Кабардино-Балкарией. Ну, да, ну, на сегодняшний день вам надо будет на Чечню потому что теперь республику как бы из Чечни. Да, то есть, ну, это мы как бы объясним вам, Но скажем. нас еще не оповещали о том, что мониторинг будет в Чечне теперь. Да, да. Ну, вы представитель вам объясни, потому что Там они аккредитацию в прошлом году потеряли, из-за этого за нами закреплена была на это время 2 месяца с Чечни. От них человек, это человек ну, как бы с республики, эти 2 это лаборатория, все. И вообще мы стремимся к концу года вообще отдел сделать уже в республике полноценный. Поэтому как бы поможем все сделать. А вот насчет обработки я не слышал, что надо. Ну тоже поможем, приходите, объясним, скажем, с коллегами посоветуемся. Еще вопрос. Еще есть? Может, у молодежного как бы, У меня вопрос вот чисто касающийся всех даже администрации, власти даже. Вот кто-нибудь у нас вот городской воздух насчет загрязнения его пылью от того, что у нас коммунальные службы практически не осуществляют свою работу. Вот кто-нибудь делает замеры загрязнения воздуха, вот, городского воздуха? по воздуху мы в рамках контрольно-надзорной деятельности, лаборатории, мы можем только в рамках контрольно-надзорной деятельности, это когда находится предприятие. А так, это у нас гидромедцентр, по-моему, мониторит за состоянием и воздуха, и, по-моему, это есть такой гидромедцентр, по-моему, ухаживает. И, скорее всего, они, вот, есть только они. Или же судья. Из-за того, что у нас обычно очень сильный вот транспорт по городу ездит и столько пыли поднимается, это тоже... Ну это больше, наверное, ПЖК недоработка, почему там пыль была. А так у нас в прошлом году по состоянию воздуха вот, одна из самых лучших, потому что нам повезло, крупных таких заводов, крупных фабрик ничего нет, поэтому чисто, да. Здесь только вот пыль. Да, это асфальт, это тротуары, чтобы с дорог вот эти грязи носить, вот эту проблему. Ну, у вас, наверное, сейчас. Я хотела бы сначала представиться. Добрый день, уважаемые члены заседания. Я являюсь представителем общественного экологического движения «Экодозор». Это, могу подчеркнуть, что это талантливая молодежь, которая пытается всеми силами все свое свободное время уделять именно внимание на окружающую среду, у нас особенно в Республике Ингушетия. И нашей целью является положительное изменение окружающей среды и вести экологическую культуру. И я пришла сюда, чтобы вот рассказать вам об Экодозоре и чтобы попросить, чтобы вы нас тоже могли поддерживать, если мы к вам будем обращаться. И также хотела добавить, что я являюсь еще магистром химико-биологического факультета биолог, который также пишет научную работу по качеству питьевой воды. И хотела добавить, что не только можно проверять или проводить мониторинг по состоянию воды, но именно в Кабардино-Балкарии, как это делает Росприроднадзор, возможно, и другие учреждения. Но у нас в университете в МГУ, в крепости, есть кафедра химии. И там очень хорошие лаборатории, и проводится большое количество различных научных таких вот анализов. Это публикуется еще в научных статьях, и вы в любой момент можете провести анализы именно у нас в крепости. У нее все. Анализы это одно, а мониторинг имеется в виду уровень воды,
замеряется каждый день, обязаны государственные органы предоставлять ежемесячный отчет. Ну, если в дальнейшем проблем, понадобится качество именно анализа воды, даже, подчеркну, именно даже питьевой воды, то это можно сделать у нас в корпусе МГУ. И практика заодно вам будет. Да. Извините, у меня встречный вопрос. Вы, кажется, проводили исследование качества питьевой воды республики, да? И как вы думаете, на каком уровне сейчас находится, то есть вода, которую мы сейчас употребляем? Ну, вот я хотела подчеркнуть, что добавить даже то, что качество питьевой воды у нас удовлетворительное. И если сравнивать с другими республиками, у нас в республике Ингушетия самая более чище вода. Ну, можно сказать, что она немного загрязнена, но нет таких особо там компонентов очень вредных, которые бы сильно воздействовали на здоровье человека. И поэтому могу сказать, что состояние воды у нас удовлетворительное. Я могу добавить по информации, вот у нас в 2012 году, по-моему, тоже вот такое совещание проходило здесь в администрации. Вот, и там из водоканала, вот, чисто проведенному анализу, она докладывала, я еще помню, вот по снижению сюда вот от Картышева, вот, самая лучшая вода, они определили, что в Картышеве. Потом Назрань, потом Карабулак, и самая худшая вода, это здесь было определено, Суржская вода. По нисходящей, по уровню, вот, все сточные воды, они сюда состоят. Суржик вообще не питьевая вода, а техническая. Насчет качества питьевой, это надзор, мы ничего не можем сказать. По поверхностным водам за последние 2-3 года, после мы с нашей стороны сделаны, это очистные реконструкции на Назрани мы добились, это Магаз, очистные реконструируются. Карабулак вроде бы работает, мы как бы поставили, я же как сказал, Суджа осталось нам. По подземным, ну там же не только вода, качество добываемое, там же еще и трубопроводы, если ветхие, они же еще как бы загрязняются. А по поводу совместной работы, в любое время, пожалуйста, обращайтесь, мы готовы к сотрудничеству, будем выезжать. Просто у нас всего 2-3 инспектора, нам будет даже очень полезна ваша помощь. А по лаборатории, если аккредитация она прошла, конечно, любой имеет право или к вам, или к лаборатории слать. Это главное там вопрос аккредитации должна быть пройти. И там каждый компонент, чтобы ну, да, видимо, новости не все смотрят, наверное, да, вот показывали, что в Ингушетии чуть ли не в каждом доме у нас, знаете, да, курорты какие-то, и лечебная вода везде течет с крана. И тоже мы смотрим, буквально день-два, соседи, то желтая река побежала, то красная, то еще какая-то. Мне нравится, что так у нас чисто, поэтому лучше говорить надо, у нас ситуация очень плохая, чтобы другим было не завидно, да, не обидно. И по воде, мы знаем, за последние сколько прогулено, там скважин, это так что возможно выделить. По поводу вот, республиканской свалки. Планируете вообще перенос полигон, свалку вот эту вот? Мы же сейчас лето опять придет, в том году задыхались, если деньги. Она же закрыта, вот например, старая, она закрыта, и вот провели экспертизу, вроде бы они хотят попасть, чистая страна программа, федеральная программа, по рекультивации, мы экспертизу провели, хотят ее полностью забрать оттуда весь мусор, рекультивировать Назрановскую и Суржскую. Планы есть. Ну, как мы понимаем, со всей республики везут сюда, да, сейчас? Это новый полигон. Да, ну, а тем не менее, мы же летом задыхаемся, даже если вот расстояние... Ее дальше, по стандартам, если максимум 500 метров, и там же не... Санитарная зона, если соблюдается... У нас тут совещание, я не могу сейчас говорить. Там они сортировочный завод поставили, бумагу, полиэтилен, железо, деревья, это все сортируется, только хвосты оставшиеся будут. Ну, мы в любом случае будем я пока не могу говорить. Лицензию пока что не дадим, и в рамках лицензионного надзора будем
проверять и заставим их заключить договор о проведении экологического мониторинга, чтобы ежемесячно они отбирали пробу воздуха, почву, воды, контролировать будем. Еще вопрос. Паспорту для Ростова как бы в любое время обращается, вот по опросным листам заберите, если есть сейчас вопросы, как бы можете, а если нет, то как бы обращайтесь, да, на сайт обращайтесь, паспорту для Ростова.